Для каждого Новый год – это долгожданное событие. Все мы ждем от него чего-то волшебного, радостного и светлого. Но вот отгремели новогодние хлопушки, выпито шампанское и съеден традиционный оливье, раздарены подарки. Как активны были покупатели в этом году, рассказали работники супермаркетов. В этом году активности покупателей было немножко меньше. Сказывается, видать, отсутствие покупателя именно с России. Наши граждане не приезжают, граница закрыта, видать, какая-то такая проволочка была. Ну, что пользовалось, конечно, спросом? Елки, игрушки, апельсины, мандарины на первом месте по продажам. Молочная продукция, шампанские вина. Ну, все, конечно, пользуется спросом и все остальное. Новогодние подарки, конечно, для детей улетало. В общем-то, все игрушки пользовались спросом, как для мальчиков, так и для девочек. Ну, в основном потребители ориентировались на среднюю цену. Сильно дорогое, ну где-то 300-400 лей. Смотря местное население чуть дешевле покупало, то приезжие гастарбайтеры, они уже не жалели ни денег, брали все подряд, лишь бы красиво, интересное было. Также они поделились с нами, как провожали старый год и встречали новый, и поздравили своих близких, коллег и всех жителей родного города. Ну, я думаю, это вообще семейный праздник, Новый год. Нужно встретить дома, ну, а потом поехать по родственникам, по знакомым, чтобы они не спали, поздравить их и, соответственно, до утра гулять. Вы так и встречали дома Новый год, да? Ну да, старалась. Тоже получила подарок, но делала всем остальным. У нас семья большая, 7 человек, поэтому мы старались, чтобы всем подарочки были. Очень хорошо встретили Новый год. Дай Бог, чтобы он был весь такой. Так как мы работали допоздна, у нас стол не ахти был богатый, потому что мы были заняты другой работой. Ну, в принципе, что, как и везде. Оливье, мясной салат, холодец, лапша, гагаузские национальные блюда. Все было. И встречали дома. Все в кругу семьи. Это семейный праздник.